Ассаламу алейкум, хәерле кич, кадерле дуслар, милләттәшләр. Добрый вечер, дорогие друзья, все те, кто присоединился к нашему эфиру или посмотрит его в записи. Я вас приветствую на канале Татполит. Баршағызды сәлемлеймін. Рәхим итегез, шуңа күрә бүгенге темабыз бер яктан бик катлаулы, мөһим, икенче яктан бик тә актуаль. Ни өчен дигәндәй, чөнки хәзерге вакытта милләтебезнең, җөмһүриятебезнең нинди булуы икәне турында бәхәсләр бара. Ул булырга да тиеш. Күрәсең, чөнки бәхәссез бер нәрсә дә төзеп булмый. Баштаның идеясын барлыкка китергә кирәк. Аннан соң инде әгәр дә идеясы булса, аның ниндидер теге интеллектуаль тәҗрибәсе булса, ул чакта инде без алга таба эшли алабыз. Сәяси яктан булсынмы, дәүләт төзү юлыннан булсынмы, барыбер минемчә юлыбыз ачык. Итак, дорогие друзья, это небольшое вступление на татарском языке. Если коротко сказать, то основной смысл заключен в том, чтобы мы с вами проговорили очень важные концептуальные вещи. Что такое нация, что такое республика, к чему мы должны стремиться и что за новизна, условно говоря, во всем этом присутствует. Дело в том, что начиная со времен Великой Французской революции идут активные обсуждения понятия, что такое нация. Что такое народ, нация, этнос, этничность, и до сих пор еще нет четкого определения, четкого понимания. Соответственно, для нас самих этот аспект важен в смысле его самораскрытия такого, внутреннего и, соответственно, внешнего. Потому что если мы собираемся строить новую республику, если мы собираемся создавать новый татарский этнос, новую татарскую нацию, бесспорно, ее нужно переучреждать. Я сторонник переучреждения той модели, которая была, для того, чтобы мы могли уверенно вступать в новые реалии и в новое время. То есть мы так или иначе находимся на пороге вхождения в новую эту самую реальность. Так вот, в духе идей американской и французской революции всегда ставился знак равенства между понятием народ и государство. Но нам это уравнение очень хорошо знакомо по таким выражениям, как нация, государство, national state, объединенные нации, организация объединенных наций. Это все-таки не объединенные государства. Вот что важно, объединенные нации. Значит, мы тоже обладатели национального статуса должны быть там представлены. Конечно, там есть сектор, который является репрезентативным для тех наций, которые не имеют своего государственного образования, но как бы там ни было, я считаю, что он будет реформироваться, соответственно, мы должны представить и свою программу, свои требования, свои идеи, что мы тоже там обязательно должны присутствовать. Но вот что интересно, на раннем этапе истории Соединенных Штатов авторы политических рассуждений стремились избегать вот этих нежелательных централистских, унитаристских выводов из термина «нация», который противоречил представлению о правах отдельных штатов, а потому предпочитали говорить о народе, союз, юнион, конфедерация, нация, наша общая земля, общество или общем благе. Ну, собственно говоря, что и означает республика, респабликс, общее дело или джумхурият, как мы говорим, тоже республика, джумхурия, ну, это с арабского тоже общее, откуда выходит понятие джамаят, джамаат и так далее. То есть это обязательно включение в некую общую коллективную повестку. Здесь важен определенный момент. В эпоху американской и французской революции, почему я на этом заостряю? Потому что мы должны произвести собственную революцию. Революцию духа, революцию восприятия,
революцию в нашем политическом подходе. И этот акт революционный, бесспорно, должен сконструировать новую нацию. Ну, возможно, не собрать ее заново, но вдохнуть в нее новые силы, вдохнуть в нее новый импульс. Это немаловажно, потому что видно сейчас, что та модель, которая была предложена в начале 90-х, она немножко не встраивается в существующие паттерны. Да? Мы себя пытаемся еще найти, понять, как нам в этих условиях трагических, кризисных, как нам быть. Вроде есть республика, но есть есть татары. Я много раз говорил о том, что я сторонник создания модели двух Татарстанов. Татарстан статический, это, собственно говоря, Республика Татарстан, которая пока сейчас зажата и не может действовать в силу давления Москвы. А есть динамичный Татарстан, в основном представленный татарами, мухаджирами, мигрантами, или же которые проживают за пределами исторической, ну, как бы исторически сложившейся или обозначенной родины. Они представляют собой ту самую динамику активности, то есть это динамический Татарстан. И они должны взаимодействовать как поршни, оказывать друг на друга определенные воздействия для того, чтобы этот двигатель внутреннего сгорания, он был, чтобы он работал и дальше. Ну и впоследствии я предложил модель 5, Татарстан 5, так называемого, 5 кулака. Это, собственно, Татарстан, который нам нарисовали в 1920 году. Хотя понятно, что татарское территориальное присутствие более широкое. Это вообще большая часть, я извиняюсь, Северной Евразии. Вторая модель – это Идель-Урал. Третье присутствие – это татары, которые проживают айкуменами такими, да, Нижегородская область, Москва, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Это вот третья модель. Четвертая – это уже большой татарский мир, туда, где доходит влияние татарского фактора, это там, где татары проживают за пределами так называемой Российской Федерации, страны Центральной Азии, Турции, Соединенные Штаты Европы и так далее. Они должны локально там быть агентами как бы татарского влияния. Ну и пятый, собственно, разрез Татарстана 5 – это диаспора новая. То есть это мухаджиры, мухаджирлер койсылары. Менә бу сугыш аркасында, менә бу сәяси басым аркасында китәргә мәҗбүр булганнар. То есть те, кто вынуждены были уехать вследствие политического давления, войны и так далее. То есть они являются ядром политической нации, потому что они есть актив политический, а нацию политическую делает таковой именно политический дискурс. Вот они носители этого дискурса. Значит, у них есть права эксклюзивные для того, чтобы переучреждать нацию и для того, чтобы от имени ее говорить. Потому что та часть, условно говоря, Татарстан, закрытый в этих рамках 1920 года, остальные татары, они не могут говорить, они не могут декларировать политические требования и задачи, потому что они фактически находятся в плену. Вот, собственно, что очень важно. И, соответственно, революция, как Великая Французская революция, создала само понятие нации вот этого современного образца, как и Американская революция создала American Nation. Поэтому мы должны родить собственную революцию. Собственную революцию, которая учредит нас, переучредит, вернее, и явит нам ту самую политическую сущность, которой сейчас нам так не хватает. Однозначно. Вроде мы носители были этого дискурса, но мы видим пока, что ситуация для нас не очень благожелательной, скажем так. Да. Значит, в эпоху революции всегда важным элементом идеи нации было то, что представление о том, что нация должна быть, как выражались французы, единой и неделимой. У французов нация при таком понимании – это совокупность граждан, чей коллективный суверенитет, что очень важно,
формирует, образует даулят, образует политическую рамку их жизни, которая представляет реализацию их политической воли. Да? Коллективный суверенитет. Вот мы носители суверенитета конкретно. Я имею в виду люди. Люди, которые мыслят политическими категориями. Которые не мыслят политическими категориями, они, конечно, не являются носителями этой суверенной воли. Но здесь ничего страшного нет, потому что не все люди могут присутствовать в политической динамике. Не все могут заниматься политическим процессом, интеллектуальным, каким-то организационным. Это нормально. Но есть элита, которая этим и должна заниматься. Нацию делают интеллектуалы и интеллигенция. Зиялылар, как говорят у татар, да? Зиялы — это значит вот мудрый такой вот очень проницательный человек. Вот они и собирают нацию. Да? Значит, соответственно, национальный вопрос связан с элементом гражданственности, то есть всеобщего волеизъявления и массового участия в делах государства, в делах политии, я называю, избегая слова государства. Да? Был такой автор, ученый Джон Стюарт Миль, который определял нацию, не только определял нацию через понятие национального чувства. Да? То есть, ну, это то, что называется менталитет, национальный характер, национальное самосознание. Вот у людей, у простых людей, значит, есть ощущение причастности. Вот, например, мы татары. Но дальше он объяснить вам не может. Ну, интеллектуальный аппарат у него слабый, образования недостаточно, опыта, может, нет. Но он говорит, вот я ощущаю. Ямана, ерягимда, кунгелимда. Значит, это тоже работает. Ее тяжело ухватить, это понятие, потому что, ну, чувство — это понятие, которое достаточно тяжело расшифровать математически. Но литературно-художественно это можно пояснить, соответственно. Да? Значит, дальше. Есть такое уравнение. Нация, государство или полития, как я ее называю, и, собственно, народ. Нация и народ — разные понятия, потому что нация — это все-таки вопрос гражданский и политический. Народ — это просто масса определенная, да, которая самоопределяется, но ей нужно вырасти до определенного уровня, чтобы стать нацией, миллятом. Вот миллят и холок. Біздің шырақталар арасында бәрібір қаршылық болмаса да айырма бар. Между ними все равно есть разница, что очень важно. Потому что народ вроде он связан с определенной территорией. Да? Потому что государство строится как территориальное образование. Но выше я вам сказал, что татары – это дисперсно проживающий народ. Один из самых дисперсно расселенных народов в мире. Лишь 25-26% проживает на территории Татарстана. Это. Остальные за пределами Татарстана. Я неоднократно говорил, что, например, я родился в Ульяновске. Кто-то в Москве. Там отец у меня нижегородский, например, татарин. Кто-то в Казахстане. Они же вроде, да, у них есть, как они считают, историческая родина, но определение нации – это определение в том числе внетерриториальное. Внетерриториальное. Потому что территории подлинного Татарстана, они куда как больше, чем то, что есть. Поэтому надо мыслить категориями политической нации, которая подразумевает, что она, конечно же, учитывает фактор территориального обозначения территорий, но при этом прекрасно понимает, что она экстерриториальна. Татары экстерриториальны. То есть это большая нация, которая присутствует в разных территориальных плоскостях, и это самая ее расфасованность является ее плюсом. То есть мы не растворились, мы не затерялись. Более того, укрепли. И это надо использовать сейчас. Но
почему я этот эфир решил провести и немножко вот так усложнить эту тему? Меня часто упрекают в том, что я всячески усложняю, не говорю как бы просто и лозунгами. Лозунги нужны, дорогие друзья, но если мы концептуально себе не пропишем, если мы внутри не поймем, что мы, как мы, для чего мы действуем, если мы не будем начерчивать для себя стратегемы, скорее всего, мы проиграем. Потому что именно сейчас происходит столкновение этих концепций. Что будет завтра? Какие татары должны быть? Как мы в новых условиях должны двигаться и действовать? Нельзя только постоянно почивать на старых лаврах. Вот в прошлом мы были велики. Вот у нас было то сё. Вот у нас было великое государство, у нас была прекрасная литература, у нас, так сказать, ремесла развивались, о нас писали Монтескье, Руссо и все остальные. Да, было это прекрасно. Но в настоящем, в каком мы положении находимся, а самое главное в будущем, что мы хотим получить? Вот это вопрос вопросов. Собственно говоря, далее, дорогие друзья. Да, спрашивают вопрос татарского языка, но это я вам объясню. Смотрите, возвращаясь к революции. Значит, если нация с народно-революционной точки зрения, французской или американской, имела нечто общее с этими объединяющими признаками, не являлись, то есть изначально ни язык, ни этнос, никакие другие характеристики не указывали на принадлежность к определенной группе. Я вам скажу следующее. Когда Италия в середине XIX века объединялась под знаменами Рисаджерменто, значит, объединение, вот литературным языком Италии, на котором сейчас разговаривают, на литературном языке, знаете, сколько процентов говорил? Вот, современной Италии нынче. 2,5%. Остальные говорили на вульгатах, то есть это вульгаризированные языки. Язык у самого заплетается сегодня под вечер. Значит, это языки диалектов, народные, там, неаполитанские. Ну, вот до сих пор, как неаполитанец тяжело поймет, если будет говорить своим говором, итальянцы из Милана, например. Но есть литературный язык. Да, литературный язык в свое время, на котором творил Данте наш Алигьери. Но вот в середине 19 века этот язык понимал 2,5%. В Италии состоялось, есть итальянский язык. Вот у меня есть учебник итальянского языка. Да, он вырос из латыни, но все равно они смогли это сделать. Создать общий язык на основании языка объединиться. Хотя там разные проекции народов есть в Италии, если вы знаете более или менее историческую, политическую и тем более этническую историю Италии. Значит, всегда самым важным в низовом восприятии нации и народа было именно то, что подобная нация представляла общий интерес. Общее благо в противовес частным выгодам и личным привилегиям. То есть нация – это то явление, которое имеет общую цель, которое говорит, что во имя этой общей цели мы готовы пожертвовать своим частным. Поэтому, дорогие друзья, важно понимать, что многое находится в наших руках. Потому как, конечно, идея государственного строительства, там, выросшая из Великой Французской революции, как я сказал, это все имеет место быть. Но сегодня мы находимся в абсолютно иной, уникальной исторической ситуации. Мы должны проанализировать и понять, какие у нас есть плюсы, какие у нас есть минусы. Так или иначе, говорим, что такое нация? Ну, сложный же вопрос на самом деле.
с одной стороны, с другой вроде легкий. Вот моя принадлежность, я как бы считаю себя таким. Но нам теоретики и классики говорят, есть общность языка, желательно религии, хотя вот сейчас это тоже размывается, да, территорий и исторических воспоминаний. Тарихи хатар, как говорят у татар. Оно же историческое самосознание. Да, историческая преемственность очень серьезная у татар, уходящая в глубину веков. Поэтому историческое самосознание у татар сильное. Вот это держит сейчас татар. У нас богатая история, хотя сейчас Москва пытается всячески ее замазать, изымает учебники, запрещает изучать, но как бы там ни было, все равно у нас есть понимание, что когда-то мы были великим народом и действовали в истории. Историческое самосознание очень сильно, действительно. Но есть слабость в языке. Теряем язык. Почему? Не потому что, как многие говорят, вот там вы, значит, такие-сякие. Но есть, дорогие друзья, объективные факторы, а я вам перечислю их. Значит, татаров порядка там 10 миллионов. Расселены по всему миру. Ну, большая часть, основное тело татарской нации проживает на территории Евразии. Школ уже нет. Школы мы не можем открывать. За пределами Татарстана. И в Татарстане, вы знаете, в 2017 году, как набросился Путин на нас. Учебников тяжело издавать учебники. Соответственно, в школе, если не преподается, тяжело язык изучить. Изучить можно, конечно, но его надо культивировать. Надо, чтобы язык был языком науки, языком образования и литературы. У татар в советское время в РСФСР наряду с башкирами у единственных был полный цикл системы образования. Полный цикл до Академии наук. И Академия наук до сих пор действует. Но сейчас, даже не сейчас, по-моему, в том году была последняя диссертация, написана на татарском языке. А последняя она не потому, что некому писать, есть кому писать. Потому что Москва запретила. Прекрасно понимаю, что язык, который уходит на кухне и не является языком науки, политики, дискурса и мысли, он деградирует. К сожалению, он деградирует. Он может остаться, конечно, как язык общения в ауле там или между собой, но язык – это живая субстанция. Она неотъемлема от народа. Умирает народ, умирает язык. Это однозначно. Ну, были этруски какие-нибудь вот на том же самом Пиренейском полуострове, о котором мы с вами говорили, Италии. Где они? Нет. Язык есть? Нет. Отдельные слова проникли в другие индоевропейские языки, а так нет. Ну и много так. Многие народы ушли. Каждый год в мире умирает десятки языков. В России каждый год умирает несколько языков. В России носители уходят, и с ними нет языка. Ну, у нас еще состояние не такое печальное, конечно, естественно. Но как бы там ни было, мы это тоже должны, конечно, учитывать. Собственно говоря, если мы опять вернемся к нашим французам, то очень важно понимать, что после Великой Французской революции усвоение французского языка явилось одним из условий полноправного французского гражданства, а значит и принадлежности к французской нации. Как знание языка английского стало одной из предпосылок гражданства американского. То есть здесь мы выходим на линию того, что в свое время Ханна Аренд сказала, что язык – это средство политической борьбы. Язык. Это важная вещь. Я много раз это подчеркивал, что язык – это не коммуникация только. Язык – это мышление, образ и та связка, которая сцепляет народ. Потому что такое язык? Язык
вещь сакрализованная. Соответственно, вот этот вот сакрум, этот элемент, он наделяет этой своей благодатью носителей этого языка. Достаточно понятно, ведь человек, который хорошо владеет языком, это, как правило, образованный, идейный человек, высококультурный. Ну, сравните, например, бомжа, какого-нибудь алкаша. Потому что не все бомжи алкаши. И какой-нибудь там ватник опущенный. Смотрите на их лексику. Они же не общаются, они просто абсентно изрыгают. То есть они не могут общаться. Они мат, перемат, мат, перемат. Это же деградация. Деградация. У них даже русского языка нет. Это не русский язык, понятно. Это абсолютно деградированный язык таких полуприматов. Полугорилл, я извиняюсь. Но язык, которым владеет человек, так сказать, высокого культурного кода, вы прекрасно понимаете, что он носитель мысли, что он является представителем интеллигенции. И вы говорите, вот достойный сын нации, например. Бесспорно. Поэтому язык важен и в рамках вот той концепции нации после Великой Французской революции. А все-таки после этого, с начала конца 18 начала 19 века, идет образование понятия наций, как сегодня говорят об этом. Многие просто концептуально не совсем понимают, но это важно усвоить. Значит, очень многие. Был такой немецкий филолог Рихард Бёк, который также в середине 19 века доказывал, что единственным подлинным критерием национальности является язык. Он его применил по отношению к немцам. Но опять, не все могут обладать этим языком. Но есть носители самосознания. Говорят, вот я татарин, например, я чуваш. Не знаю язык по самой простой причине, как я уже говорил. Живет где-нибудь в Подольске. Там нету ни школ, ни возможностей. Это не его вина. Язык надо к нему подтянуть. Все-таки. Поэтому здесь вот я и говорю, что надо пересматривать многие аспекты нациостроительства. Да? А поэтому мы, как носители воли, как носители суверенитета, должны, конечно, обрести то символическое тело суверенности для того, чтобы в конечном итоге выработать символическую и функциональную политическую составляющую. То есть политическое нас должно объединить все-таки, да? И это политическое должно стать нашим вектором борьбы. Мы должны восстановить и в том числе свой улус большой. Кстати говоря, по-монгольски термин улус или улс обозначал не государство вот в классическом понимании после Великой Французской революции, да, который прежде всего становится как устойчивая некая географическая территория, а подвластный народ. Народ, который является общим для самого себя, да. Он благодаря своей вот этой вот кочевой сути мог свободно перемещаться, делая вот эти вот географические привязки второстепенными, как у нас. Вот как у нас. Мы сместились со своей территории ареала проживания, но мы не перестали быть татарами. Мы носители политической воли и политической структуры джумхурията, нации, этого государства. То есть это то, что называется экстерриториальное государство. Мы носители экстерриториального государства, экстерриториальной политии. И так надо действовать, исходя из этого. Не ждать бесконечно, когда там что-то освободится. Действовать самим, потому что мы носители этой воли и экстерриториального суверенитета. Мы. Вы кто смотрите, кто не смотрит, другие люди, но которые мыслят политическими категориями. Вот они объявляют себя носителями воли суверенитета народа.
Нации, вернее, извиняюсь. Народ — это уже такое размытое понятие. Да? Далее, значит, я уже говорил о вот, ткани двух Татарстанов, статического и динамического. Они как раз вот ложатся в эту самую мою концепцию. Да? Значит, что еще очень важно понимать? Надо понимать принципы нациостроительства, или даже политического строительства. В свое время Аристотель развил концепцию хорошего и плохого государства. Ну, у нас переводит государство, на самом деле это полития. Я государство очень слово не люблю, потому что государство — это все-таки понятие, которое произошло из Московии и изначально означало господарство. Господарь и его подчиненные, и его холопы. Вот двор государев — это было государство, а значит, и вот господарство — это вот те подчиненные холопы. Мы все-таки к таким не относимся, поэтому мы говорим о политии, давлят. Давлят — прекрасное слово, на мой взгляд, с арабского, он еще означает благоденствие даже в каком-то смысле. Как и слово «райх», кстати говоря. В германских откуда произошло слово «рай», «райс». Да, это некое вот благоденствующее пространство. Не господарство вот этого, да, где в центре стоит тиран. Ну так вот, возвращаясь, собственно говоря, к нашему Аристотелю. Значит, к лучшей триаде он относил по порядку убывания. Значит, монархия, аристократия, полития. Худшими формами правления он считал тиранию, олигархию, демократию, кстати говоря, то есть власть толпы. Но с тех времен утекло очень много воды, 2500 лет. Многое поменялось, конечно. Теперь мы можем эту его триаду, этот треугольник, наоборот, развернуть и понять, что никакая монархия, конечно, лучшей формы не является. Но в его случае это просто был достойный, некий достойный человек. И в рамках политики это возможно было, когда там общее население там 10-15 тысяч человек. Сейчас, ну вот, правит какой-нибудь Путин. Фактически монарх. И никакого блага, конечно, это не несет. Но я это к чему? К тому, что так или иначе многие теоретики, политические деятели все равно вынуждены были обращаться за некими стратегиями, которые писали политические философы или политические мыслители. Значит, вот даже здесь очень интересный момент, что максимально деградированной версии вот этого давлята государства политики может быть соотношение, где правит тиран, опираясь на олигархов, под прикрытием ничего не смыслящего большинства. Ничего не напоминает, что в России, что в Татарстане, по сути говоря. Есть тиран, который стягивает в себя или на себя все функции и полномочия. Есть олигархат. Олигарх — это просто с греческого власть немногих. Власть немногих, действительно, это бюрократия. Плюс ко всему кошельки и силовики. И дальше они, значит, прикрываются некими якобы демократическими процедурами, говорят, что, ну вот видите, большинство за нас проголосовало, вот те самые пресловутые 146%. Как бы и сказать вы ничего не можете, потому что, ну, вроде как бы все верно же. Вот волеизъявление, вот голосует. Но надо прекрасно понимать, что ничего не смыслящее большинство не обладает суверенной политической волей, о которой мы с вами говорим. Коими обладаем мы. Поэтому вот эта прослойка политической элиты, не правящей, а именно политической, она весомее, чем вот эта вот триада. И это четко надо понимать. Когда мы это поймем, мы совсем по-другому будем действовать. Не ахать и охать, что ну вот большинство, вот большинство. Да большинство всегда такое будет, дорогие друзья. Как говорил Гёте, нет ничего более отвратительного, чем большинство. Поэтому надо думать не о большинстве,
а вот над этой надстройкой. Потому что именно эта надстройка дает вот эти вот токи этому большинству. Что большинству навяжешь, как бы это ни звучало, грубо, может, не очень этично, но она так и есть. Не большинство формирует идеологию, не большинство формирует понятие нации, не большинство отвечает за политический процесс, не большинство формирует стратегию. Большинство исполняет или принимает. Следующий аспект. Мы, конечно, дорогие друзья, должны стать духовной нацией. А что такое духовная нация? Духовная нация – это нация прямого действия, которая исходит из императива, что внешнее, оно все-таки важнее, внутреннее, извиняюсь, важнее внешнего. Духовный импульс – это вот тот эфир, который важен для сохранения нашего цивилизационного лика, духовности, язык, религия, наше ощущение общности, маданият. Даже не культура. Культура опять здесь очень плохое слово. Видите, почему важен язык. Культура – это культ. Маданият, то, что называется у татар, от арабского мадинат, город. Но я глубоко изучал этот вопрос, этимология восходит к корню, значит, мада, арабское, ну там, он менялся, этот корень, то, что является принадлежащим Всевышнему. То есть изначально это то, что принадлежит Всевышнему. Дальше это то, что принадлежит этой общности. Дальше трансформировалось. Оттуда выросло понятие город, Мадинат. А дальше она стала культурой. Почему? Потому что именно город, именно эти люди полиса формировали повестку. Именно люди полиса создавали цивилизацию. Именно люди полиса объединяли и давали импульсы, смыслы. Вот в этом плане. А то, что говорится о культуре, оно немножко не релевантно по отношению к нам. Но вот, например, любимый, уважаемый мною Хайдеггер всячески старался обходить, не применять понятие «культуронен» немецкое, да, говоря о том, что она абсолютно неадекватна, а заменял его понятие «цивилизация». Цивилизация, кстати, как раз очень подходит к нашему пониманию Мадинат, потому что цивил – это и есть гражданское общество. Да? Значит, так в Риме называли граждан. Хотя Хайдеггер очень не любил применять латынь. Но это так. Значит, собственно говоря, важно понять. Есть нация, не народ. Миллет. Сам народ, вот это вот большинство, это все-таки размытое достаточно понятие. Ну, аморфное, жидкое. Оно не может стать миллетом без политического самоопределения, без политического самопроявления, провозглашения. А это разворачивается через высокую идею, высокую миссию, через дискурс, через противостояние врагу, колонизатору. То есть мы должны четко понимать, где враг, где друг, кто союзник, кто соперник. Аспект освобождения здесь, борьбы, для нас однозначно важен, потому что он выковывает это политическое. Помните, да, известные, кто чуть постарше, конечно, помнит. А в борьбе ты обретешь право свое. Вот именно только в борьбе мы сможем завоевать то, что по праву нам принадлежит или должно принадлежать. Просто так на блюдечке с голубой каемочкой никто нам не принесет. Вот что важно. Поэтому нация – это общность, которая сформулировала свою включенность в исторический процесс
и смогла реализовать его через политический проект, через даулят или через экстерриториальный даулят, носители которого мы с вами, как и уже выяснили, так или иначе являемся. В 20 веке один германский мыслитель Гельмут Плеснер назвал немцев, своих соотечественников, запоздавшей нацией. Он говорил, все как бы запоздало, вот французы самоопределились там, итальянцы самоопределяются, фламандцы, британцы, датчане, все, а мы вот все до сих пор раздроблены. Но потом в 1771 году на карте Европы появилась национальная германская, не люблю немецкое слово, германская империя, Deutsche Staat. Вот появилась, смогли образоваться. Значит, а вот мы в каком состоянии? В запоздалом, перезрелом. Вот тоже ведь необходимо ответить на этот вопрос, потому что, исходя из этого, мы должны строить стратегию свою, стратегию борьбы. Многие вот, к сожалению, очень просто рассуждают. Ну вот давайте мы создадим какие-то свои структуры там, и все, и это будет работать. Да так не работает, потому что нужна мысль, программа мышления, идея. И потом под нее подстраивают эти структуры, или они идут параллельно. Но невозможно арбу поставить впереди лошади. Значит, у нас же были исторические шансы. Исторический шанс был в 1917 году. И эти стартовые возможности, кстати говоря, были выше, чем у белорусов и украинцев. У нас была ярко выражена национальная идентичность, религия. У нас была система национального образования, национальный капитал был, культурное наследие, влияние очень серьезное. Не было ассимилированных людей, то есть не ассимилировались татары. Да? Да, вроде как и украинцы там имели, конечно, национальную там мову украинскую, национальные символы, историю, но часть народа жила, как известно, в Австрии-Венгрии, у них была своя там национальная культурная автономия, значит, они были также расселены, религия все-таки разная была, хоть в одной христианской семье, да, но все равно мы были более едины, у нас был более серьезный потенциал. Но географическое расположение, конечно, помешало. Конечно, помешало. Мы много раз с вами обсуждали, почему Татарстану и Башкортостану, в том числе, но прежде всего Татарстану, не дали союзный статус. Потому что якобы не было внешней границы. То есть подразумевается в виду с Казахстаном. Вот создали этот Кувандыкский коридор специально, чтобы не было. Но уже на излете совка Татарстан по уровню ВРП, валового регионального продукта, обгонял 7 союзных республик. 7. И сейчас Татарстан один из наиболее развитых и передовых регионов. Даже в условиях гнета, даже в условиях грабежа, то, что из нас все выкачивают, забирают, давит и все остальное, все равно как бы продолжает присутствовать на плаву. Соответственно, потенциал есть, но его надо правильно распределить и понять. Вот сейчас в этих условиях как быть? И ведь может так случиться, что произойдет свой 17-й год. Почему я говорю о революции? Почему? Надо быть к ней готовым. Она может случиться. Революция случается часто очень нежданно. Все классики революции вам об этом скажут. Это первое. Второе, 91-й год. Ну, вернее, вот эти вот центробежные тенденции, которые были в Советском Союзе, они уже были, естественно, с конца 80-х годов. Ну, Татарстан в 90-м году объявил суверенитет. Дальше мы включились, да, очень мощно пошли, но один из важных идеологов и людей таких
важных в процессе вот становления Татарстана, Фандас Абы Софиуллин, 2022 yılda öldü мекен ул, мәрхүм. Вот в 22-м, по-моему, умер, уже под 90 лет ему было. Вы знаете, он был депутатом Госдумы и Госсовета, был полковником, таким очень хорошим публицистом, оратором. Есть у нас видео на канале Татполит, посмотрите. Мы делали как раз с ним видео по годовщине принятия Конституции Татарстана в 92 году. И вот он мне как-то сказал, на мероприятии мы были, говорит: знаешь, Руслан, вы должны быть готовы к тому, что эта империя развалится, и мы должны будем действовать быстро. Но мы теоретически и политически должны быть к этому готовы, сказал он. В 90-м году, он говорит, мы не были готовы. Это просто так получилось, что вот суверенитет бізге көктен инген кебек болды дейді. Он мне так сказал, что как бы упало вот на нас с неба. Но быстро, конечно, подсуетились, потому что были такие мастодонты, идеологи, которые неплохо это оформили. Сейчас у нас нету этих мастодонтов практически, но у нас есть исторический опыт. У нас есть эти заветы. У нас есть понимание того, что мир настолько меняется, что мы можем в него вписаться. Опять-таки, я же говорю, если будет реформа ООН, значит, потому что я считаю, что идет переход в новый техноцивилизационный уклад, поэтому все будет изменяться, как по итогам Первой мировой войны была там создана Лига наций, по итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, а по итогам вот этого затяжного кризиса войны, который, конечно, переформатирует этот мир на совсем других принципах, будет новая структура, бесспорно глобальная. И мы должны заявить о своих правах, чтобы туда войти на равных с другими. Раз это, ну, как я уже говорил в начале, Организация Объединенных Наций, не государств, наций. Соответственно, должны определить, что такое нация и почему у нас есть эти права. Да, исторически есть, а политически надо обосновать уже сейчас, обосновывать, действовать, работать. Благо, альхамдулиллях, у нас есть, Аллах шукр, и хорошие кадры, и потенциал, и татары, в принципе, очень включены в образовательные и интеллектуальные среды. Ну, просто надо это собрать и вот явить ту самую политическую прогрессию, политическую программу, да, потому что очень много людей, вроде они как-то действуют такими вот мотыльками там-сям, а как-то нужно вот в один мейнстрим это все уложить, И, собственно говоря, вот опыт 17-18 годов, опыт 90-91 годов, он есть. Есть опыт нынешний, но мы сейчас его не можем окончательно осмыслить, потому что время должно пройти определенно, да, по историческим меркам, ну, где-то, как считается, одно поколение. Но уже вот начиная с периода путинского управления, уже точно одно поколение прошло, соответственно, мы можем оценивать итоги и воздействие. Почему так получилось, что мы оказались в такой ситуации? Ну, есть внешние обстоятельства, объективно, естественно. Но и мы не доработали. Мы не доработали по многим аспектам, по многим направлениям. Ну, например, в начале 90-х годов шли разговоры о необходимости открытия Татарского национального университета. Я вот знаю людей, многие из них, к сожалению, уже покинули этот мир, бакыйлыкка күчтеләр, как говорится, которые отдавали все, свои деньги вкладывали. Были даже те, кто вот давали здания, но власти не шли на это. Не шли. Сейчас бы, вот прошло поколение, у нас была бы кадровая основа серьезная. Кто мешал? Москва? Да ничего подобного. В начале, середине 90-х годов Москва не лезла в Татарстан. Угрожала что-то там, но у нее не было сил. Но видите, сами виноваты здесь.
Сами виноваты. Дальше. Много обсуждали этот национальный университет, университет. Об этом не одну передачу можно посвятить. Были хорошие светлые головы у нас, которые предлагали концепцию нового университета. Эти концепции есть. Мы предлагали идею, даже вот этого виртуального университета. Мы предлагали идею Кучмя университета, то есть летучий университет такой был у поляков, да, когда была солидарность, и они находились под советской оккупацией. Сейчас можно этот университет открыть, потому что есть информационное пространство. Для татар это в принципе плюс, потому как большая часть татар проживает за пределами Татарстана. Можно же вложиться. А все это на энтузиазме отдельных людей, к сожалению. Татар Тель-Нуряну, Тарих Буинчану и так далее и тому подобное. Но даже зачастую меня просят там лекции по истории татарского народа, условно говоря, политологии, но, к сожалению, я не во всех сферах специалист, по каким темам, конечно, я могу давать и обзорные лекции, да, в принципе, для фундамента этого достаточно, но просто не хватает наших сил. И эти ресурсы надо объединять, дорогие друзья. Нужно активно в этом деле присутствовать, потому что мы живем в информационном обществе, так или иначе. Мы получаем информацию, мы общаемся с вами, мы коммуницируем, мы получаем знания, мы формируем восприятие через виртуальную сеть. Но открыть университет, ведь не так много ресурсов надо. Есть люди, которые готовы участвовать, преподавать, помогать концептуально. Что нам мешает? Ведь до революции татары имели лучшую систему образования. В одной из своих статей Ленин говорил, что на территории внутренней России татары самый образованный народ, 80% более были образованы. Почему? Потому что проходили через систему Мектеп-медресе, все умели читать, писать и знали еще несколько языков. Гараб телен, фарсы, османы телен, русский. Дальше шли, в Сорбоне учились, в Турцию, в Каир отправлялись, в Персию. Обязательно, потому что именно это понимание того, что мы должны быть образованными, двигало нас. Сейчас, да, много образованных людей, академики, то все, доктора, медсестры наук, как говорится, медбратья наук. Это уж я утрирую. Но неужто мы не можем явить один университет, университет? Неужто мы не можем, я уже даже к себе обращаю, понятно, потому что часть ответственности и на мне тоже, конечно, лежит. Какое-нибудь телевидение. Есть там в Татарстане, да, понятно, ТНВ, очень мощная система СМИ, но они все находятся, как вы сами понимаете, под колпаком. А неужто мы, носители этого самого экстерриториального даулята, мухаджиры, татары, которые проживают за пределами, есть очень богатые и состоятельные люди, умные, профессора, начиная от Америки, Европы и Австралии. Очень много достойных людей, которых я знаю. Не можем объединиться. Можем, но возникает один вопрос. А кто будет центром объединения? Кто возьмет на себя эту функцию организатора? Здесь, я думаю, организатором должны быть те, кто, во-первых, обладает, естественно, политическим дискурсом, потому что они, как мы с вами говорили выше, являются обладателями суверенитета, суверенной воли, и, собственно говоря, у них больше прав именно экзистенциальных, политических. И они наделены определенным свойством организаторов нациестроительства. Большое дело. Если мы вступим на этот путь, Аллаху верса, то все остальное будет выстраиваться. Для этого нужна, конечно, стратегема и методология. Методология строительства, методология мысли. Все остальное вроде есть.
Все как бы есть. Надо сделать вот этот вот первый серьезный шаг. Собственно, как я уже говорил, дорогие друзья, надо создавать надо создавать смыслы, надо создавать сообщества различные. Нужно коммуницировать, взаимодействовать, помогать друг другу, вот объединять. Потому что миллят– это общее дело. Джумхурият. Общее дело, когда мы соучаствуем в чем-то. Когда мы частные, отбрасываем чуть-чуть туда, отбрасываем. Это нормально. Это любая нравственная доктрина вам скажет. Это французы как раз-таки. Руссо говорил о том, что ваши права заканчиваются у кончика моего носа. То есть, да, есть очерченные права. Есть. Но есть права нации. Есть. Если ты принадлежишь к нему и заявляешь о том, что ты к нему принадлежишь, у тебя помимо прав есть и обязанности. Эта обязанность заключается в том, что ты должен каким-то образом соучаствовать. Потому что это соучастие и является общим делом. Не может быть общим делом, когда кто-то делает, а остальные стоят в сторонке. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 айдаров. Но, как мы с вами выяснили, мы не можем от всех этого требовать. Естественно, от 10 миллионов не можешь требовать. Есть простые люди. Они как бы занимаются погружением в жизненные перипетии. Там, живут на селе, там, мелкие мещане. Ну, как бы вот они живут своим делом. Но есть люди, у кого серьезный образовательный ценз, культурный, интеллигенция, средний класс, который вот сейчас ведь представился замечательный повод, дорогие друзья. Правда. Вот началась война в 2022 году. Пошел канцелинг русской культуры, русскости. Вообще, как бы сложно говорить о нации, скорее всего, вот народ, да, масса. И многие начали искать в себе не русское начало. Говорят: слушайте, на самом-то деле я же татарин, или я удмурт, или я карел, или я вепс. Много таких людей. Я их не осуждаю, это нормальный процесс. Прозрение у всех бывает разное. И он начинает культивировать это в себе. Потому что быть в лоне русского мира, напишем слитно, путинского, уже невыгодно. Страшно и опасно даже, особенно те, кто находится за пределами этого российского территориального образования. Но раз он в себе ищет, он ищет опору. Он ищет опору сообщества, объединяется, начинает язык изучать, общаться, просто культура, историю пытаться понять. Соответственно, он приходит с некими, ну, скажем, посылами, потребностями. Говорит, вот у меня есть потребность. Вот вы яркие представители этой нации. Вы там, вас знают, вы как бы являетесь глашатаями или являетесь спикерами, значит, этого народа. Я вот хочу тоже влиться, соответственно, да, чтобы не принадлежать к этому уже преступному сообществу. Значит, соответственно, куда он вливается, то сообщество может от него тоже попросить что-то. Да, ты вливаешься, бесспорно, это правильно, нужно и необходимо, но при этом ты тоже должен соучаствовать, дорогой друг. Потому что пока ты пребывал в состоянии внутреннего рассеяния, мы занимались сохранением, развитием, значит, нашей этнической общности, нации. Или же мы отстаивали ее интересы, кто-то пострадал и страдает до сих пор. Поэтому общность– это то, что объединяет. Объединяет, если все вносят определенный пай.
какой-то. Вот эту мысль тоже надо до всех доносить, дорогие друзья. Как говорится, не спрашивай, что ты можешь сделать, что для тебя может сделать условный небесный Татарстан, а что ты можешь сделать для него. Ну, там Кеннеди, да, вроде как принадлежит эта цитата: "Не спрашивай, что ты можешь, что Америка может сделать для тебя, спроси себе, что ты можешь сделать для Америки". Вот вроде простой тезис, но он многое переворачивает восприятие простых людей. Так, давайте посмотрим, дорогие друзья, есть ли у нас какие-то вопросы. Ну, вроде. А как решить проблему татарского языка? Ну, отчасти я ответил. Восстановить можно. Восстановить можно. Я вам привел пример Италии, баски, каталанцы. Мы с ними общались несколько лет назад, ну, с каталанцами. Значит, они после режима Франко, где-то с 80-х годов, смогли увеличить процент знающих каталанского языка, условно, там с 50 до 75-80%. У басков то же самое. Ну, баски и до этого действовали, они открывали частные детские сада, они открывали, значит, курсы баскского языка, хотя баски очень сложный, как вы понимаете, это язык изолят, то есть он не принадлежит ни к одной языковой семейной группе, но они смогли за счет в том числе вот того, что культивировали национальное самосознание. Плюс сейчас очень много курсов, есть в интернете много чего. То есть на базовом уровне можно все это освоить, хотя бы приблизить, хотя бы ощущать это, хотя бы понимать важность этого. Я не говорю, что все там должны идеально знать, это нереально просто. Но ощущать важность этого, да. Потом, опять-таки, если будет уже возможность, эти, иншаллах, так или иначе, возможности для нас откроются, это восстановление школ, это университеты, то есть там открывать отделения на татарском языке. Они же были даже в КГУ, их позакрывали, сволочи. Говорят, там они не были популярны. Врут. Врут. Я работал в Казанском государственном университете. Врут про огромное количество людей. Вот журналисты, Татфак, там, на ИСТФАКе было татарское отделение, татарские группы были. Да, где-то кому-то уже городским, конечно, легче там на русском языке, потому что они выросли в этой среде. Но ведь можно создать разные инструменты, балл понизить, стипендиям специальное выплачивать, потому что за ними как бы тоже будущее. Потому что они будут там писать, творить на татарском или, значит, разрабатывать и развивать идеологический дискурс. Есть механизмы в мире апробированы, так что здесь особо что-то нового придумывать не надо. Ну вот, это простой копсер пишет, что в школах хотя бы час преподавания татарского языка в неделю вернуть, а желательно 2 часа. Нет, надо больше. За час-два вы не освоите язык, это нереально. Он где-то есть. То есть те родители, которые соглашаются на преподавание татарского языка, сейчас нужно по специальному заявлению, но за час, то есть это час язык, второй час это адабият, это литература, но это просто ни о чем. 40 минут, представляете? Так, ну тут Вейспа спрашивает Руслан Афенди, знакомы ли вы с философией Ника Ленда, Молдбага и неореакции и концепции технокоммерциализма? К сожалению, нет, впервые слышу. Динар спрашивает, вернее, не спрашивает, а констатирует. Ассаламу алейкум, Руслан Афенди, алейкум ассалам. Сіздің фикірлеріңіз ұшимыңа. Мен ойлаймын, күрші туған халқарын да ұмытырға ярамый. Milli hərəkətlərimiz ничек
мындай тарихи шартларда бердәмле булырга кирәк. Һичшиксез. Ансын белән килешәм. Шуны өстәп әйтә алам, без бу юнәлештә эшлибез. Һич тә без бергә хәрәкәт итәргә тиешбез. Бердәм булмасак, чыннан да авыр булачак. Бердәм булмасак, безне Мәскәү йотачак. Я йотачак, я бетерәчәк безне. Ул бетерә дә шулай. Башта айра, фетнә чыгара, аннан соң бәрештерә. Шуңа күрә без чыннан да бердәм, бергә булырга тиешбез күрше халыклар белән. Чөнки безнең язмышыбыз да бер. Киләчәгебез дә бер. Уртак принципларыбыз, кыйммәтләребез бер. Шуңа күрә монда чыннан да без бердәм булырга тиешбез һәм дәген империягә каршы торырга тиешбез. Чөнки дошманыбыз бер. Империя гына түгел, глобализация афәтләре, ассимиляция афәтләре. Ул безне берләштерә. Ул берләштерә. Ул менә уртак зарыбыз бар. Шурале, здравствуйте. В Нижгаре говорят, что им все равно. Другая власть придет, флаг перевесим и все. Как вы думаете, что делать? Ну, есть такая концепция. Однако же скажу вам следующее. Как так или иначе к Нижгарам я принадлежу одной своей половинкой. Значит, это было во времена, когда пали татарские ханства и знать татар, а в основном это воины, вынуждены были пойти на услужение, так называемые служилые татары. Мурзы, воины, князья, значит, управители, распределители и так далее. В основном это мишари. У меня есть на канале как раз на Татполите видео про то, как переучредить татар через мишарский компонент. Потому что мишары, собственно говоря, на мой взгляд, выполняют ту же функцию, кою выполняли пруссаки в объединении германской нации в XIX веке. А такие люди, понимаете, конформисты-то везде есть. Но наша задача как раз навязать правильный дискурс. Не вот этот вот Окларкеля, козырек киям, козла, тормоза, как-то слово забылось, значит, если придут красные, значит, одену бескозырку, значит, белые там одену папаху, да? От этой концепции надо отходить. И она, в общем, себя изжила, на мой взгляд. А в принципе, сейчас я думаю, что таких людей не очень много. Конформисты есть, но они не определяют. Конформисты не носители политического дискурса, вот что важно. Конформист – это просто обыватель, который действительно хочет, жить хорошо при любых условиях. Моя хата с краю, никого не знаю. Ну, пусть себе живет. Он же обыватель. С обывателя какой спрос? Спрос с тех, кто понимает, как говорили на казанских улицах, с понимающих двойной спрос. И вот как раз, собственно, наша задача представить новую концепцию. Сказать, что на двух стульях вы не усидите, дорогие друзья. Потяг-потяг, как говорят нижгары. Не получится. Надо будет выбирать. Выберут, вот увидите. Потому что вот именно тот тезис, который я озвучил чуть выше, самоопределение внутреннее, они самоопределились. Поняли, что принадлежать к путинско-русскому миру – это очень зловредно. Это невыгодно будет. А что их все равно не принимают, их все равно считают не своими. Мишарлар в Москве в Москве очень много мишар. Они как бы вот так хитрые, да, интегрируются, но та часть, которая ассимилировалась, она ассимилировалась, а та часть, которая не ассимилировалась, она прекрасно понимает, что ее сила в том, что они не ассимилированы. Вот, например, говорят, есть
правительстве, значит, российском, так называемой татарской партии, татарский клан. Хуснуллин, Файзуллин, министр, значит, Миниханов, это вот татарский клан. Ну, как бы вот принадлежать, или там чеченский клан. Значит, уже становится как бы выгодно все равно принадлежать какому-то клану, потому что система-то расслаивается, разламывается. Потому что, условно говоря, ты не скажешь, я принадлежу к русскому клану. Ну, нет такого. Как бы не хотелось там кому-то. Поэтому я думаю, что здесь, дорогие друзья, у нас не так все плохо. Надо просто работать, действовать и жить с ощущением того, что темнее всего, как говорится, перед рассветом. Я все-таки надеюсь, что мы достигли точки темноты, и Алла берса яхталыка юл. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Обязательно все-таки не забудьте поставить лайки, расшаривать. Зрителей на этих эфирах у нас на татарских не так много бывает. Вот. Но хотелось бы, чтобы наши с вами общие мысли все-таки получили широкое распространение и выступили таким провокатором для хорошей конструктивной дискуссии. Всего вам хорошего. Алла берса курышербес.